وجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Мы с вами, альхамдулилля, изучили 6 столпов имана, веры. Говорили о том, во что нужно железобетонно, непоколебимо, без сомнения верить. Теперь же мы с вами, после того, как изучили, скажем так, большую часть акиды, это вера, в данный момент мы с вами переходим к большим грехам. Большие грехи являются двумя категориями. Первая категория – большие грехи, которые выводят человека из ислама. Или же человек, допустим, изначально был неверующим. Если же человек был верующим, мусульманином, а потом отступился, упаси Аллах, в этом случае он считается вероотступником. И, то есть, совершая какие-либо деяния, высказывая какие-либо слова, либо же тая в себе какие-то сомнения, либо же у него появляются какие-то ложные другие убеждения, в этом случае человек становится неверующим, упаси Аллах. И эти слова, и эти дела, и эти сомнения, и эти убеждения, если они являются таковыми, то выводит человека из ислама. Если же действительно он был мусульманином, то в этом случае его все деяния становятся тщетными, все добрые деяния аннулируются. Это раз. Второе, если он покинет этот мир, будучи неверующим, не покаявшись, то, упаси Аллах, его ждет вечность в огне. Если же человек изначально был неверующим, то есть изначально был неверующим, не принявшим ислам, не покорившимся Аллаху, Творцу, Господу миров, в этом случае он не считается вероотступником, но так или иначе считается кем? Считается неверующим человеком. То есть у него изначально уже добрые деяния не принимаются, но, упаси Аллах, если он покинет этот мир в таком состоянии, с этими убеждениями, то он навечно окажется в огне. Это раз. Второе. Тема веры и неверия, именно в частности, особенно тема неверия. Как ученые говорят о том, что эта тема неверия в данный момент несет две крайности. Точнее, не то, что несет две крайности, а люди к этой теме относятся к одному из двух категорий крайностей. Одна крайность заключается в том, что человек вообще не изучает эту тему. Это очень опасно. Почему? Потому что человек должен знать, какие слова ему дозволяется говорить, какие дела ему дозволяется делать,
какие убеждения он должен нести, и от каких убеждений, слов и дел он должен опасаться, сторониться, и он должен знать, какие из этих деяний, слов и убеждений выводят его из ислама. То есть он должен знать об этом. Он должен эту тему хорошенько изучить. Это раз. Многие люди, к сожалению, эту тему не изучают. Это вот одна крайность. Другая крайность заключается в том, что человек абсолютно во всем видит неверие, и более того, обвиняет человека в неверии. Обвинение человека в неверии называется такфир. Об этом, иншаллах, будем говорить чуть попозже. Это другая крайность. Когда человек по малейшим поводам и себя обвиняет в неверии, и других обвиняет в неверии. Это другая крайность. Золотая середина, как Аллах в Коране говорит, «Вакадалика джа'альнакум умматан васата». И таким образом мы сотворили вас срединной, умеренной общиной. Середина заключается в том, что ахлю сунна валь джамаа, люди мусульмане, на них возлагается обязанность хорошенько изучить эту тему, то есть не пренебрегать этой темой, но и в то же время не переходить к другой крайности, то есть какой крайности? Не видеть во всем неверие. Это другая крайность, когда человек во всем видит неверие и начинает, более того, всех обвинять. Повторюсь, обвинение в неверии – это другая отдельная, большая, очень такая тонкая тема. Об этом отдельно, иншаллах, будем говорить. И все слова, которые мы с вами на данный момент будем говорить, необходимо что делать? Необходимо, скажем так, перенести через себя. Зачастую бывает так, что шайтан внушает нам, когда мы изучаем какой-то хадис, какой-то аят, какое-то повеление, какое-то качество. Часто шайтан внушает нам мысли, вот посмотри на соседа, посмотри на товарища, посмотри на друга, посмотри на жену, на мужа, на детей и так далее, и так далее. И часто получается так, что он отводит эти слова и отводит отчет от самого человека. То есть прежде всего, мы должны все эти хадисы, все эти аяты, все добрые качества прививать себе, и от плохих качеств избавляться именно прежде всего самому себе. Это вот первостепенно. Второй момент, что касается темы неверия. Значит, мы с вами сказали, что есть грехи, которые выводят человека из ислама, есть грехи, которые человека из ислама не выводят. Грехи, которые выводят человека из ислама, это большое неверие, большое язычество, большое лицемерие и вероотступничество. Почему большое? Потому что есть малое неверие, есть малый ширк, малое язычество и малое лицемерие. Все они малые являются большими грехами, не выводящими человека из ислама. А большое неверие, большое язычество, большое лицемерие, вероотступничество выводит человека из ислама. Это вот две большие категории, поэтому необходимо это понимать и необходимо различать это. Далее, переходя к большим грехам, значит, мы с вами сказали, уже упомянули, Аллах сам в Коране говорит о том, что человек, который совершает большой грех, имеется в виду неверие, и покидает эту жизнь, будучи неверующим, то его ожидает вечная обитель где? В аду. Но до этого несколько слов. Аллах по своей милости вселил в наши сердца веру. Аллах по своей милости вселил в наши сердца ислам, покорность, смиренность перед Ним. И мы это должны понимать, и за это должны быть благодарны. И, иншаллах, мы благодарны, благодарим Аллаха, пусть Аллах примет нашу благодарность. И в то же время каждый из нас должен понимать, что когда человек совершает то или иное доброе деяние, когда он покоряется Аллаху, когда он покоряется его посланнику, когда он покоряется шариату, Корану, он должен четко, ясно для себя понимать, что он не делает никаких одолжений Аллаху. Ибо Аллах, Он свят, Он велик, ни в ком и ни в чем не нуждается. Аллах в Коране говорит: «Аста'иду билля, я айюханнас, антумуль фукарау иля Аллах». У люди, вы нуждаетесь в Аллахе. Валлаху ганиюн аниль алямин. Аллах же не нуждается в мирах. Аллах же не нуждается ни в людях, ни в джиннах, ни в ангелах, ни в чем абсолютно не нуждается. И в хадисе Кудси подчеркивается, Аллах говорит: «Я ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля атка кальбин караджули вахидин минкум ма зада фи мульки шай'ан».
говорится, то есть: «О рабы мои, если бы первые и последние из вас, и люди, и джинны, были бы такими же благочестивыми, как сердце благочестивого человека среди вас», имеется в виду пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это не добавило бы моему владычеству ничего, шей'ан. И продолжается хадис: «Я ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля афджари кальбин караджулин вахид минкум». О рабы мои, если бы первые и последние, и джинны, и люди были бы такими же грешными, как один из вас, имеется в виду шайтан, сатана, «Ма накаса мин мульки шей'ан», это не убавило бы из моего владычества ничего. Этот хадис, этот аят четко и ясно показывает нам, что Аллах в нас не нуждается. Поэтому, когда мы совершаем благодеяние, когда мы поклоняемся, когда мы уверовали, когда мы стараемся быть хорошими людьми, хорошими мусульманами, мы должны понимать, что мы никаким образом Аллаху не делаем какую-либо услугу. Более того, Аллах в Коране, сура 9, 111 аят, это сура Тауба, говорит: «Аста'иду билля, инна Аллаха штара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль джанна». Воистину Аллах, дословно буду переводить, воистину Аллах купил у верующих их души и их имущество би анна лахумуль джанна, взамен на то, чтобы даровать им рай. Поэтому, когда верующий, когда мусульманин совершает благодеяние своим телом, своим имуществом, он этим стремится прежде всего к довольству Аллаха и, конечно же, стремится к раю. Конечно же, стремится к раю. Но при всем при этом, он понимает, что он не делает какую-либо услугу Аллаху. Да, он на пути Аллаха, он к довольству Аллаха. И в то же время строит для себя будущее в раю. К чему я веду? Я веду к тому, что если человек не уверовал, или человек, допустим, покинул ислам, в этом случае все его добрые деяния аннулируются, и он, если покинет мир в таком состоянии, он навечно окажется в огне. Навечно окажется в огне. Поэтому, когда человек принимает ислам, мы с вами, помните, говорили про шахаду, когда он принимает ислам, что он делает? Он, скажем так, заключает некий договор с Аллахом, священный договор с Аллахом. И если он нарушает этот договор своим неверием, в этом случае последует то, что последует, о чем мы с вами говорили. Так вот, куфр. Куфр обычно, под словом куфр обычно подразумевается неверие. Но в языке слово куфр означает эссатр, то есть скрывание, либо же накидут шукр, либо же является отсутствие благодарности. Поэтому в некоторых хадисах, в некоторых аятах, когда упоминается куфр, ученые, исследуя эти аяты, эти хадисы, делают заключение, имеется ли здесь в виду большое неверие, выводящее человека из ислама, либо же имеется в виду малое неверие. Какое малое неверие? Неверие, которое является неблагодарностью, то есть малый куфр, который не выводит человека из ислама. Также куфр означает отречение, то есть человек отрекается от того, что Аллах не спаслал, от того, что Аллах не спаслал до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, определенный период времени. Это шариат Муса, алейхиссалям. До этого были другие шариаты. И с приходом пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это Коран, это шариат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. И человек что делает? То есть он, возможно, отрекается. Это все означает лексическое значение слова куфр. Таким образом, что такое куфр в лексике, языке? Это скрывание, это отречение, это неблагодарность. Что же означает куфр в шариате? Вот это очень такой важный элемент, важный момент, истиляха называется, в терминологии. В терминологии слово куфр, неверие, это отрицание того, ма улима даруратан аннаху мин дини Мухаммади саллаллаху алейхи вассалям. В Мавсуат аль-Фихр Кувайтия говорится, вот приводится такое определение, то есть неверие – это отрицание того, что однозначно является из религии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как отрицание
существование Творца, как отрицание пророчества, посланничества пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как отрицание запретности однозначных вещей, однозначно имеется в виду запретность, о запретности которых сказали все ученые единогласно. Например, человек отрицает запретность прелюбодеяния, человек отрицает запретность распития спиртных напитков, человек отрицает запретность ростовщичества. Все это является примерами неверия. Примерами неверия. Поэтому неверие в терминологии это что? Это отрицание того, отрицание непринятие того, что однозначно известно из религии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда говорится куфр, также упоминаются некоторые слова, которые имеют очень схожий смысл. Это ар-ридда, например. Мы все это по отдельности будем изучать. Ар-ридда – это что? Это вероотступничество. То есть, что такое ридда? Вероотступничество, когда мусульманин, то есть, когда человек принял ислам, и в последующем, упаси Аллах, он покидает ислам, проявляет неверие явными словами, либо же явными делами. Вот имейте в виду, то есть, ученые говорят, когда человек принимает ислам, он входит в ислам, совершая определенные явные поступки, явные деяния, как шахада, и также он может покинуть ислам, совершая только явные неверие, явные деяния, действия неверия, явные слова неверия. Следующее – это ширк. То, что очень часто упоминается, ширк, либо же ишрак. Это что? Это означает шарик, то есть это сотоварищ, это подобие. Об этом тоже будем говорить отдельно. Также атеизм, то есть атеизм как изначальное неверие. Так вот, следующий учебный вопрос у нас. Каково положение, религиозное положение неверия? Религиозное положение неверия – это является самым большим грехом. Самый большой грех – это неверие. Когда мы говорим неверие, сюда входит, конечно же, и язычество, сюда входит, конечно же, и вероотступничество, и атеизм, и еще мы с вами будем изучать виды неверия. И Аллах в Коране говорит: «Астаиду билля инна ширка ля зульмун азимун». Это сура Люкман, 13 аят. Воистину, ширк, язычество, под этим словом также имеется в виду куфр, неверие, является великой несправедливостью. Великая несправедливость в отношении Аллаха. В отношении Аллаха. Позвольте немного отступить. Вот часто бывает так, что мы обращаем внимание на то, что нарушаются права людей. И это нас как-то вот цепляет, это нас задевает. Мы иногда об этом начинаем думать, возможно, даже нервничаем. Но, к сожалению, мало бывает так, что когда нарушаются права Аллаха, нарушаются обязанности людей, которые перед Аллахом, мы, к сожалению, иногда на это не обращаем внимания. Так вот, неверие является величайшей несправедливостью перед Творцом. И также в хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Аля унаббиукум би акбарил кабаир». Не сообщит ли вам о самом большом из больших грехов? О самом большом из больших грехов. И отвечает: аль-ишраку биллях. Это предавание сотоварища, предавание подобия Аллаху, имеется в виду неверие. Ва укукуль валидайни, и ослушание родителей. Это хадис приводится имамом Аль-Бухари. Так вот, что же следует от неверия? Мы с вами об этом сказали. Коротко говоря, давайте упомянем и приведем один аят. Аста'идhu билля. Аллах в Коране говорит: «Валлазина кафару ва каззабу би аятина». Те, которые не уверовали, кафару, проявили неверие, ва каззабу би аятина, и сочли ложью наши знамения, уляика асхабун нар, они являются обитателями ада, халидина фиха, и навечно там останутся. Убисаль масир. И Аллах говорит, как же скверно это место пребывания. Поэтому ученые это всего лишь один аят. В Коране таких аятов множество, огромное количество. Почему? Потому что, как уже было сказано, неверие, язычество – это величайшая несправедливость перед Аллахом. И, соответственно, права Аллаха должны в первую очередь должны быть восстановлены.
И поскольку люди впадают в этот грех, Аллах не спаслал огромное количество аятов, и нужно просто читать Коран, размышлять над аятами, над смыслами этих аятов. И ученые на основании этих аятов сказали о том, что человек, если покидает мир, будучи неверующим, то ему предстоит аль-хулюду финнар, то есть вечность в аду, упаси Аллах. Далее, теперь у нас возникает вопрос про виды неверия. Об этом мы с вами чуть-чуть уже упомянули. Виды неверия, то есть анва'уль куфри, два вида неверия. Аль-куфру аль-акбар, большое неверие, аль-куфру аль-азгар, малое неверие. Аль-куфру аль-акбар, большое неверие, это то, что выводит человека из веры. Это то, что выводит человека из ислама. Обычно, когда говорится неверие, когда говорится куфр, обычно большое неверие и подразумевается. Малое неверие, все большие грехи, которые не выводят человека из ислама, входит в категорию малый куфр, малое неверие, прелюбодеяние, ростовщичество, воровство, обман, ослушание родителей. Это все является чем? Является большими грехами и входит в категорию грехов, которые не выводят человека из ислама, не делают его неверующим, но при всем при этом это считается малым неверием, большим грехом. Поэтому разница между большим и малым грехом заключается в том, что малый грех не выводит человека из ислама, большой выводит. Малый грех Аллах, если пожелает, может простить, может и наказать. Большой грех прощается только покаянием. Покаяние в данном случае имеется в виду принятие покорности перед Аллахом, принятие ислама и уверование в него, во все его сифаты и все, что исходит из ат-шахады, даже ат-шахадатейн, от двух шахадов, слов свидетельства. Далее, большое неверие, в свою очередь, делится на разные категории, на подвиды. Первый подвид неверия большого – это куфруль инкяр, это когда идет отрицание, непризнание и обвинение во лжи. То есть человек отрицает то, что однозначно известно из религии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в суре Паук, Анкабут, говорится, «Ваман азламу мимман ифтара аля Аллахи казибан». Аллах говорит, кто же более несправедлив того, кто возводит клевету, ложь на Аллаха, ау каззаба биль хакки, либо же считает истину ложью, лямма джааху, когда истина пришла к нему. Элейси фи джаханнам маthва лиль кафирин. И Аллах говорит, разве не в гиенне будет место пребывания неверующих? То есть посмотрите человек, который возводит на Аллаха ложь, не принимает, каззаба биль хакки, он считает ложью истину, когда истина к нему пришла. Аллах этих людей называет кафирин, неверующими, упаси Аллах. Это первый подвид большого неверия. Второй подвид большого неверия – куфр аль-джухуд, то есть когда человек знает об Аллахе, знает о вере, но не заявляет об этом. Ему что-то мешает, возможно, какие-то сомнения, ему мешает, возможно, какое-то его положение, он чего-то боится и так далее, и так далее. То есть он знает об Аллахе, он знает о вере, но не заявляет, потому что не принимает. Джухуд также можно перевести как отрицание, непринятие. И Аллах в Коране говорит, «Эста'иду билля, валямма джаахум китабу мин индиллах», когда же к ним пришло Писание от Аллаха, мусаддику лима ма'ахум, подтверждая то Писание, которое было у них, имеется в виду народы, которые были до мусульман. «Вакяну мин каблю ястафтихуна аля лавина кафару», хотя они до этого, что делали? До этого они, скажем так, грозились людям, когда нарушали их права, они грозились другим людям, то есть нарушившим их права, говорили, что придет пророк, и мы вам покажем. То есть они ожидали пророка из своей среды. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا, когда же пришел тот, или же то, что они знают из своих писаний, это комментарии, кафару бих, они проявили неверие, они не приняли его.
Здесь, по мнению одних ученых, имеется в виду пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, по мнению других ученых, имеется в виду Коран. И Аллах говорит: «Фалякнатуллахи аляль кафирин». Проклятие же Аллаха над неверующими. То есть человек, который знает о вере, знает об Аллахе, знает о пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, знает о Коране, но не принимает. Таких людей Аллах назвал неверующими. Это 2 сура, 89 аят. Третий подвид неверия, куфруль инад, это неверие из-за высокомерия, из-за упрямства, из-за зависти, из-за славы, из-за почета, из-за какого-то положения, допустим, перед народом. И как раз этот вид неверия присущ шайтану. Вот если про себя сказать, когда мы начали изучать религию, когда читали аяты, что Аллах называет Иблиса кафиром, то есть неверующим, я задавался вопросом, субханаллах, в Коране приводятся ясные аяты, как Иблис обращается к Аллаху, анвирни, например, то есть дай мне отсрочку. То есть Иблис обращается к Аллаху напрямую, обращается к нему, прося у него отсрочки. То есть, скажем так, коротко говоря, состоялся разговор, общение между Аллахом и шайтаном. И я не понимал, как же шайтан считается кафиром неверующим. То есть тогда я предполагал, что неверующий – это атеист, который просто отрицает все. Но нет же. Или который просто не верует. Но нет же. Есть как раз неверие из-за высокомерия. И шайтан прекрасно знает о том, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является пророком и посланником Аллаха, что Коран является писанием от Аллаха. Он прекрасно знает, что Аллах является Творцом, и Его Творцом в том числе. Но из-за высокомерия что? Из-за высокомерия он этого не принимает. И Аллах в Коране, описывая, что когда он сотворил Адама, алейхиссалям, и повелел ангелам, и в том числе и шайтану, который находился среди них, поклониться Адаму, алейхиссалям, фасаджаду куллюхум, то есть все ангелы поклонились, илля иблис, кроме Иблиса. Аба вастакбара ва кана миналь кафирин. Он отказался, аба. Из-за чего вастакбара? Потому что возгордился. Ва кана миналь кафирин, и был одним из числа неверующих. Поэтому, возможно, есть люди, которые знают, что ислам является истиной, что Мухаммад является истинным пророком, но не принимает. Как сказано в хадисе, пришел один сподвижник пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «О посланник Аллаха, я люблю, чтобы моя одежда была красивой, чистой, чтобы моя обувь была чистой и красивой», и так далее. И пророк говорит, отвечает: «Инна Аллаху джамилюн ва юхиббуль джамаль», воистину Аллах красивый и любит красивое или красоту. «Валякин аль-кибра», однако же высокомерие, батаруль хак, непринятие истины. То есть высокомерие – это непринятие истины. И когда под истиной мы имеем в виду самые главные ценности, то есть то, во что мы должны железобетонно верить, когда это не принимается человеком из-за высокомерия, да, он знает, он даже, может, научную работу писал, может быть, по этому поводу. Некоторые востоковеды лучше некоторых имамов могут рассказать про ислам, про красоту ислама, но не сами неверующие, к сожалению. Некоторые удивляются: как же так? Они же знают арабский язык, они же знают ислам. Возвращаясь к жизнеописанию пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, его соплеменники, его сородичи, люди, жители Мекки, разве не знали о том, что ислам является истиной? К примеру, Абу Джахаль. Вот передается история в книгах по сире, что однажды пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вышел по делам, и он увидел Абу Джахля, его собеседника, и начал призывать к исламу. И Абу Джахль сказал: «О, Мухаммад, если ты боишься, что в судный день мы скажем Аллаху, что ты нас не увещевал, не бойся, мы скажем, что ты увещевал. А теперь оставь нас». И пророк Мухаммад, алейхиссалям, пошел дальше по своим делам, оставил их. И собеседник Абу Джахля задает ему вопрос: ты действительно не веришь, что он является пророком? И посмотрите на слова Абу Джахля, к сожалению, на арабском языке нет.
он говорит: «Я знаю, что Мухаммад является пророком, посланником». Однако с хашемитами, это род пророка Мухаммада, хашемиты, Абу Джахаль был из другого рода. Однако у нас с хашемитами давнишняя борьба. Давнишняя борьба. И вот на этом заканчивается. И вот, то есть, и теперь уже мои комментарии. Давнишняя борьба с хашемитами стала препятствием тому, чтобы он принял ислам. Кстати, там еще добавляется: и если мы примем Мухаммада как пророка из их рода, я этого не выдержу. Это основа неверия. Это неверие из-за высокомерия. То есть неверие из-за высокомерия присущ Абу Джахлю из истории и также присущ шайтану. И, возможно, среди нас, среди нашего окружения, возможно, есть люди, которые также, к сожалению, к великому сожалению, не принимают истину, хотя знают, что это истина, хотя знают, что это правота, хотя знают, хотя прекрасно все это изучали, но высокомерие, либо же зависть, либо же боязнь потерять славу, либо же боязнь потерять какой-то почет, какую-то должность, мешает человеку принять эту истину. И еще следующий, то есть четвертый подвид неверия, некоторые ученые добавляют куфр шак, неверие из-за сомнений, неверие сомнений. И в качестве довода приводится аят, тот аят, который вначале мы с вами включали, это сура Кахф, 18 сура, 35, 36, 37 аяты. Там даже можно еще некоторые аят даже взять, потому что эта история такая, она не короткая. И упоминается, Аллах упоминает, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنه وهو ظالم لنفسه قال. И человек, там упоминается два человека, у которых были сады, и один из них вошел в свой сад, ظالم لنفسه, притесняя самого себя. Притесняя самого себя. Каким образом? قال, он говорит: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Я не думаю, я не предполагаю, что это когда-либо исчезнет. То есть он допускает сомнения, что этот мир не исчезнет. Тем самым получается это сомнение в адрес вечности, скажем так, в адрес того, что он не принимает, железобетонно не принимает, что этот мир закончится когда-то, и что наступит другой мир, вечный мир. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. И я не думаю, что час настанет. Час имеется в виду судный день, судный час. وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي. Вы смотрите, интересно? Интересно. Он говорит: если же я буду возвращен к своему Господу, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Взамен этого я найду нечто лучшее. Нечто лучшее. А его товарищ, его сосед верующий, тоже обладатель сада, говорит: قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Его товарищ, его сосед говорит ему, наставляя его, общаясь с ним: أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ. Неужто ты не веруешь в того, кто тебя сотворил? То есть в данном аяте упоминается «экефарта», то есть неужто ты не веруешь, неверие. И в то же время в аяте упоминается: если я буду возвращен к своему Господу, и в то же время сомнение, я не думаю, что это исчезнет. Я не думаю, что настанет этот час. Вот сомнение. И на основании этого аята, ученые вывели такой подвид неверия, как неверие из-за сомнений. Поэтому вспоминайте, давайте вместе вспомним одни из наших первых уроков, когда мы с вами упоминали условия действительности, праведности шахады. Это было отсутствие сомнений и присутствие якин убежденности. Просим Аллаха, чтобы Аллах удалил от нас все сомнения, которые, возможно, шайтан внушает нам. Просим Аллаха, чтобы Аллах сберег нас от всех видов неверия, от большого неверия, от малого неверия. Просим Аллаха, чтобы Аллах помог нам понять эту тему должным образом, достойным образом, и также рассказать остальным, чтобы уберечь себя и наших близких, наших семей, наших друзей и других мусульман от такого пагубного греха, великого греха, величайшего греха, великого имеется в виду, то есть пагубного греха, как неверие. Амин. Джазакумуллах хайран за внимание. Субхану хамдик, ашхаду алла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.